Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», в студии Ирина Ефимова. В российских школах сейчас каникулы, программа наша тоже скоро уйдет на каникулы, и до нового учебного года и нового телесезона впереди целое лето. Но для тех, для кого уже прозвучал последний звонок, недостаточно просто сдать экзамены, впереди еще достаточно долгий путь, чтобы продолжить свое обучение. Потому что если ты хочешь войти 1 сентября в аудиторию студентам, даже если ты уже успешно сдал ЕГЭ, нужно еще ряд усилий приложить. И каких именно, мы обсудим с экспертами сегодня в студии. У нас представители 3 ведущих вузов и Министерства образования. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с того, вот какие изменения у нас, ну есть ли вообще изменения по сравнению с прошлым годом правила приема? Так, ну я тут добавлю, да. Добрый вечер, Ирина, добрый вечер, коллеги. Основным нововведением приемной кампании текущего года это является возможность подачи заявлений на поступление в магистратуру и аспирантуру через госуслуги. То есть вот такой возможности не было. Мы раньше, то есть абитуриенты раньше подавали на программу бакалавриата и специалитета, это с этого года, и в магистратуру и аспирантуру можно подавать с 20 июня через госуслуги. И еще одна хорошая новость, это такая новость, что правительство Российской Федерации в прошлом году распорядилось премировать хороших выпускников, то есть это наши встабальники ЕГЭ и олимпиадники, то есть зачисленные без вступительных испытаний. Им предназначается премия, стипендия имени адмирала Невельского, это 30 тысяч плюс ежемесячно каждый месяц стипендия для таких студентов, которые поступили не во все вузы, а именно только в дальневосточные вузы. В прошлом году вот таких студентов у нас было порядка 30, и они все сейчас получают стипендию. Ага, это в магистратуре? Это на бакалавриате специалитет. То есть это стабальники ЕГЭ, которые вот сюда к нам зачисляются, например, получившие 100 баллов на ЕГЭ. И помимо этого они же еще 100 тысяч от республики получили? Да. По указанию главы республики, да. Хорошая новость. И 30 тысяч стипендий ежемесячно. Понятно, ну красота. А у вас тоже можно подавать теперь через госуслуги? Это во все вузы. Во все вузы? Да, во все вузы Российской Федерации. То есть центровузы тоже? Центровузы тоже, и даже включая филиалы в зарубежных странах. Ну, по крайней мере, такое распоряжение есть. Ага. А ограничено ли число подачи заявлений? То есть сколько вузов можно подать? Ну, любой человек, любой абитуриент, он может подавать в 5 вузов по России и на 5 направлений подготовки и специальности. Это программа бакалавриата и специалитета. В магистратуре и аспирантуре никаких ограничений нет. То есть может сколько угодно, может только один выбрать. Но мы сегодня говорим о выпускниках, поэтому давайте про бакалавриат и специалитет. А, кстати, Россия же уходит от болонской системы постепенно. Я вот слышала, что магистратура, ну вот, те, которые сейчас заканчивают бакалавриат, которые начали обучение в бакалавриате, они смогут доучиться на магистратуре, а сейчас уже специалитет будет, да? Ну, по болонской системе у нас есть информация в том, что со следующего года, сентября, уже приемная кампания начнется уже по специалитету. Только на специалитет? Да, только на специалитет. Что у нас болонская система, вот это, в этом году, с этого года у нас крайний. То есть последние бакалавры сейчас? Да, бакалавриата. Соответственно, а потом уже последующие уже планируется по направлению специалитета. Как раньше, да? Как мы получали когда в свое время свои специальности. А вот если как раньше, то тогда считалось, что 4 года это неоконченное высшее. А сейчас бакалавриат будет считаться неоконченным высшим или как это будет? Нет, конечно. Изначально не было, ну, у всех людей, да, понимание, что бакалавриат это не высшее образование, но на самом деле в законе об образовании конкретно написано 3 высших направления. Это бакалавриат, специалитет и магистратура. Так что вот бакалавриат это тоже, коллеги, друзья, все-таки это высшее образование. Так что не надо будет сказать. Все в рамках закона об образовании. То есть сейчас, получается, все вузы ждут уже утвержденных изменений, вот какие будут, да, например. У нас анонсировали, что будет базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Но пока такие проекты есть, но ждем, когда все это дело у нас растрясется.
И вот к этому моменту хотелось бы добавить, да, когда мы говорим уже о законодательстве, о федеральном законе об образовании и о новых правилах приема, да, то здесь с 1 сентября 2025 года вступает изменение в статью 70 Федерального закона об образовании, согласно которому лица, которые имеют среднеспециальное профессиональное образование с дипломом СПО, да, они будут поступать по профилю. То есть, получается, по до профилю. 1 сентября 2025 года у нас есть в этом году возможность нашим выпускникам, студентам СПО поступить на желаемую специальность, направление, сменить профиль. С 1 сентября 2025 года такие лица будут допущены только на основании результатов ЕГЭ. То есть, чтобы поступить человек со среднеспециальным дипломом, например, повара, да, решил получить высшее образование и поступить на бакалавриат, сменить профиль на юриспруденцию, он имеет право, пройдя внутренние вступительные испытания, устанавливаемые вузом самостоятельно. Однако же с 1 сентября вот такой возможности у них не будет. Это То есть, новые получается, изменения. это год последний для бакалавров и последний год для тех выпускников СПО, которые хотят поменять Да, профиль. профиль. Да. А как, кстати, вот с СПО обстоят дела? У нас же не только вузы есть, да? Ага. Ну, в целом, если сказать по поводу этого года, в этом году у нас запланировано на базе 9 класса 15 тысяч выпускников в целом, да, по республике Саха-Якутия, и на базе 11 класса 8 тысяч выпускников, да. И вот в системе среднего профобразования в этом году мы утвердили контрольные цифры приема, это то есть бюджетные места, 6822 места. Вот из этих 682 мест, соответственно, будут разыгрываться между профессиональными образовательными учреждениями Республики Саха-Якутия. Их у нас 42 учреждения. То есть у нас 40 государственных учреждений и 2 частных учреждения. Вот между этими учреждениями как раз будут проводиться конкурсы. Да. В прошлом году в системе среднего профобразования подавала порядка 26 тысяч заявлений, ну, принимала, да, и в прошлом году поступало вот 6,5 тысяч студентов, а в этом году, вот уже, как я уже озвучил, 6800. В этом году мы увеличили примерно на 108 бюджетных мест по системе среднего профобразования. Вы упомянули про испытания, которые ВУЗ у себя вводит дополнительно. Ну вот я думаю, что это прям вопрос к ГИКИ, потому что понятно, что творческий ВУЗ обязательно специальные какие-то экзамены. То есть, ну, творческие. Да. Расскажите. В этом году основным нововведением и является то, что вот выпускники музыкальных и художественных школ будут до 10 баллов, да, могут добрать по индивидуальным достижениям, чему мы очень рады. Это участие в конкурсах различных, да? Нет, это именно выпускники школ. Музыкальных Искусственных, и художественных школ, ну, по программам дополнительного образования, если у них есть удостоверение. О том, что они окончили школу искусств. Они должны прикрепить к своим документам, тогда они могут получить до 10 баллов дополнительно. Ага. Получается. И Ну, творческие экзамены, вот какие у вас? творческие экзамены, так как мы являемся творческим институтом, у нас обязательно сдача ЕГЭ по литературе. А экзамены творческие можете посмотреть на сайте, потому что они все разные. Например, по живописи у нас обязательно 3 направления: рисунок, композиция и живопись. Например, такие экзамены. И по системе среднего профобразования дополню, да, добавлю. Вот тоже есть творческие направления, вот, к примеру, колледж креативных индустрий, и якутские балетные школы и так далее. Там тоже, конечно, на среднем балле аттестата, помимо этого, тоже вот, по творческому направлению дополнительные экзамены проводятся. То же самое и в системе среднего профобразования. А, кстати, вот выпускники профильных колледжей, они ведь имеют какое-то преимущество, когда к вам поступают? Выпускники там того же художественного училища? Да, они поступают у нас на базе СПО без ЕГЭ, получается. И как вот коллеги подметили, в этом году, если профиль меняют, то успевают в этом году, а со следующего года уже, получается, если профиль меняют, то должны будут сдавать ЕГЭ.
И вот касаемо новых правил, тоже хотелось бы добавить, что на самом-то деле баллы за индивидуальные достижения ВУЗ устанавливает самостоятельно, и плюс к этому, например, новшество этого года для тех, кто поступает по целевой квоте, тоже предусмотрены дополнительные баллы, если они прошли практику, да, или какие-то, вот, ну, как бы скажем, альтернатива волонтерству. У нас же есть волонтеры, которым предоставляется дополнительные баллы. То есть это не профильная практика по специальности Да. будущей, а это просто вот какая-то общественно полезная волонтерская Именно работа. по целевому обучению, если, например, вот этот абитуриент, будущий, надеюсь, студент, он прошел практику, да, участвовал в деятельности вот, будущего работодателя, да, то он также может на основании вот этой справки получить действительно вот дополнительные баллы. То есть это ранее такого положения не было, и в этом году, то есть это возможность увеличить шансы на поступление на желаемую профессию. Это касается только целевого обучения по федеральной квоте. Да. А, кстати, вот по поводу целевого обучения, вот понятно, что есть целевое обучение у нас в центре вузах, но помимо этого у нас же есть целевое обучение ведь и в СФФУ, и в АГАТУ, и в АГИКИ, да? Ежегодно мы выделяем тоже дополнительные квоты, соответственно, нашим коллегам, здесь находящимся, в том числе и другим учреждениям, их у нас 6 по республике Саха-Якутия, да, и вот как раз 1013 квот таких идет, соответственно. И вот то, что коллеги отметили, дополнительные есть целевые индивидуальные достижения, мы добавляем 5 баллов, соответственно. В прошлом году они получали максимально 10 баллов, в этом году они получают помимо 10 баллов эти 5 баллов, да, заветные 5 баллов за профильные направления, типа тем или иным направлениям. Это то есть, по-простому, если сказать, работодатель у себя в работе России дополнительно, к примеру, проводит какую-то олимпиаду среди школьников, и вот ставит. По окончании этих олимпиад он получает эти баллы. Соответственно, при поступлении он как раз, если выиграл эту олимпиаду, он дополнительно получает эти 5 баллов. Еще есть профильные классы, например, да, вот у предприятий некоторых. Ну, это как заявляет работодатель все-таки. Тут уже То есть он тоже может зависит добавить. от этого. Да. Если вот, допустим, к примеру, какая-то наша компания, это железнодорожная Якутия, соответственно, да, говорит, мы вот на базе какой-то школы проводим олимпиаду, и вот в рамках этой олимпиады те, кто победили, получают 5 баллов. И вот поступает, допустим, к примеру, в Северо-Восточный федеральный университет данный студент, и вот участвуя этим направлением, соответственно, получает дополнительно 5 баллов, к примеру, так. Давайте мы продолжим разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы обсуждаем приемную кампанию, которая уже стартует буквально на этой неделе, приемную кампанию в вузы и СУЗы республики и вообще в целом страны. И такие вот новые специальности и направления. Ну, мы обсудили уже до рекламы, какие изменения при поступлении, да, а какие новые направления и специальности подготовки появились? Каждый год уже появляются. Так, в Северо-Восточном федеральном университете 8 новых образовательных программ бакалавриата и специалитета открывается. Это у нас и подготовка педагогов в сфере физической культуры и основам безопасности и охраны Родины. Это у нас абсолютно новая специальность по информационной безопасности автоматизированных систем. Это, конечно, мы понимаем, что у нас растет рост на специалистов, на подготовку специалистов в сфере кибербезопасности. И, конечно же, они могут дальше работать и в госструктурах, и в компаниях, именно ориентированных на охране информационной безопасности. Да? И разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Да, это у нас новая программа магистратуры открывается в этом году. Она у нас ориентирована и на работающих специалистов, поэтому мы открываем именно по очно-заочной форме, чтобы работающие сотрудники газовых компаний могли бы у нас и учиться. Всего у нас бюджетных мест 9 по очно-заочной форме. Срок обучения 2 года 4 месяца. И специалисты должны будут именно компьютерное моделирование объектов процесса добычи нефти и газа в республике. То есть они будут этим заниматься. А у вас что-то в АГИКе появилось новое? Сейчас же у нас такая вся направленность на креативные индустрии. Да. Как мы все знаем, АГИКи является участником проекта
приоритет 2030, и мы готовим вот, специалистов по креативным компетенциям. И получается у нас 22 образовательных программы, из них 8 совершенно новые. Например, постановка и продюсирование танца. Не просто хореограф, да, получается, а уже с новыми веяниями. Ну, то есть он уже продюсер, он уже не просто танец ставит, он Да. его там Да, и вот частных шоу прямо должен поставить. Студий танца много, да, открывается. И получается у нас блоки предпринимательства, добавляются технической, ну, цифровизации. Поэтому в этом направлении вот 8 направлений новых совершенно. А самые востребованные у вас какие? Все-таки там актерская, режиссерская Да, или вот эти художественная? направления, конечно, у нас, ну, мы все знаем. Традиционно. У нас, да, по кино направлению, например, да, наши выпускники. И получается, мы по всей России, там, на международном уровне есть достижения у наших студентов, у наших выпускников и вот педагогов. Поэтому в этих направлениях креативной индустрии мы с вами, Якутия, представляем хорошо. Мы еще много говорим о развитии анимации в последнее время, Да. ну вот креатив, в частности анимации. И в этой студии мы неделю назад буквально разговаривали. Вы же, наверное, знаете, что НВК «Саха» выпустила полнометражный мультфильм, вот первый. Вот. И аниматоров ведь тоже в ИГИКи готовят у нас. Да, готовим. У нас есть кафедра информатики, и вот все направления готовим специалистов хороших для креативных индустрий по указу главы. И получается, Якутия же очень творческие люди, и все абитуриенты, которые к нам поступают, очень хорошая площадка, практикоориентированный институт получается. И с первых дней они полностью погружаются, например, в театрах, да, они могут трудоустроиться, поэтому очень хорошие возможности для абитуриентов, для будущих студентов. Давайте Агату слово тоже дадим. Наверняка у них тоже Конечно, много да. возможностей. Это работа, которая действительно проводится на постоянной основе, и Арктический государственный агротехнологический университет, также отвечая всем современным тенденциям, учитывает, и особое внимание мы, например, с этого года начали реализовывать, и этот профиль утвержден. Когда речь идет, например, о подготовке зоотехника, то на выпуске у него будет профиль экономика. Соответственно, простым языком получается как дополнительная квалификация. Зоотехник плюс экономист, например. Да? У нас есть Актюмский филиал Арктического государственного агротехнологического университета, где, например, при обучении также стали с этого года очень хорошо и результативно использовать беспилотные летательные аппараты. Да, для нужд сельского хозяйства, пользуется интересом, да, у сельского населения, да, тем более и перспектива в этом, наверное, не стоит объяснять. Помимо этого, например, на факультете инженерного факультета, даже опережая события, скажем так, да, студенты 3-4 курса, они у нас проходят практику, да, вот как отметили, практикоориентированную, и в рамках реализации программы «Кадры в АПК» наши студенты не только повышают свой профессиональный уровень знаний, да, но также и получают оплату труда за практику. Да, и, соответственно, вот в этом году 2 студентам 4 курса сразу, помимо преддипломной производственной практики, предложили остаться и дальше работать. То есть они уже в процессе... Выплачивается стипендия, да, в рамках учебной. трудоустроились. Да. Это такая дополнительная возможность. А у вас какие самые популярные у нас, на самом деле, когда речь идет о популярной специальности, то, конечно же, однозначно агроинженерия остается, да, потому что мы сельское хозяйство не представляем без агроинженеров. Несомненно, пользуется успехом информационной системы и технологий, и СИД-подготовка, да, это все-таки связано с программированием. И, опять же, когда мы говорим о программировании, это в сельском хозяйстве полномасштабными шагами идет и приобретает. У нас
помимо того, что есть и не только вот высшее направление представлено, да, в лице бакалавриата, специалитета, магистратуры, у нас также есть очень, скажем так, большой коллектив колледжа технологий и управления, где готовят у нас юристов, также есть у нас там повар, техник, теплотехник. Учитывая, что все-таки мы проживаем в районах крайнего севера и приравненном к ним местностях, вот теплоснабжение, да, теплоэнергетика, она, конечно, очень актуальна и востребована. А, кстати, есть ли какие-то специальные программы, которые поддерживают студентов, которые вот абитуриентов из Арктики, так скажем? Здесь речь идет именно о чем, да, о том, что действительно нужна поддержка, и вот начиная с первых дней, это даже начиная с наставничества, да, когда мы назначаем куратора, когда речь идет о предоставлении и обеспечении домом студента, да, общежитием, также вот наши студенты имеют такую возможность, как вот по окончании первого курса, после первого семестра, это различного рода меры поддержки, меры стимулирования, это повышенная стипендия, да, это, например, за достижения в области науки, там, достижения в области спорта, да, общественные достижения, вот их очень много. Поэтому на самом деле действительно современный абитуриент, да, уже наш студент имеет возможность действительно, скажем так, иметь тыл, опору, поддержку в лице профессионалов педагогического состава вот арктического ГАТУ. Поэтому здесь, кстати, да, за ГТО ведь тоже баллы добавляются, да? За ГТО, за... Да, добавляются Да. баллы. При равенстве баллов, скорее всего, да? Нет, Я помню. баллы Сразу, за да? индивидуальные достижения. Это у нас и бронза, и серебро, и золото учитывается. Ну, а главное, чтобы они сдали в своей возрастной категории. То есть, если 16-17 лет, то они должны сдать вот эти результаты. Еще я слышала, что предоставить. дополнительный балл может быть за юнармию. Тоже учитывается как общественная деятельность. Вот, и наверняка какие-то преимущества есть у детей военнослужащих. Да, обязательно. СВО. Обязательно они у нас поступают в рамках отдельной квоты. Это каждый университет обязан предоставить не менее 10% от своих бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета именно для приема таких граждан. То есть это у нас и сами участники СВО, и дети участников специальной военной операции, и ветераны, ну, и дети врачей, которые умерли от коронавируса. Они у нас поступают в рамках отдельной квоты. Это получается, они должны или сдать экзамен, то есть без ЕГЭ, или, ну, если с родителями случилось, или ранение, или погиб, то они поступают без экзаменов. А на все программы бакалавриата и специалитета, но именно в рамках квоты. То есть мы смотрим, да, вот медицинский институт, это 160 бюджетных мест на лечебное дело, из них 16 выделяется для таких граждан, для приема таких граждан. И, соответственно, они могут, если их больше, чем 16, то они могут конкурировать между собой по своим экзаменам. Если их меньше 16, то уже, соответственно, все зачисляются. А вы хотели добавить, Да, то есть это с прошлого, данная мера первоочередной порядок, да, в законе об образовании уже вступила. СВО, ага. Да, и там по высшему образованию, как уже озвучили коллеги, 10%, а по системе среднего профобразования она безгранична. То есть за те бюджетные места, если поступит определенное количество детей СВО и детей, которые пострадали ковид, да, соответственно, то они могут поступить без конкурса. Ну, как и говорили коллеги, если уже больше квоты, соответственно, ну, они уже разыгрываются между теми потенциальными абитуриентами, которые уже соревнуются друг с другом. То есть мы уже дополнительно смотрим на, целевые аттестаты и так далее. Ну, в целом портфолио смотрим. 10% это для вузов, то есть 10% для вузов, для а всех вузов. да, по СПО нету такого ограничения, так что если грубо, да, на 6 тысяч поступит 6 тысяч СВОшников, То они поступят. то они поступят. В любом Если они случае. подадут, то у них Если будет они приоритет перед, приоритет в любом случае есть у перед них, другими да, абитуриентами. перед другими абитуриентами. В прошлом году таким приоритетом воспользовались в министерстве, ну, в целом республике 400 с чем-то детей таких. Самих участников, соответственно, и детей СВО. 480 ребят поступили. В этом году тоже вот планируем, посмотрим, как получится, сколько человек подадут в рамках данной квоты. Также и по целевому направлению у нас тоже есть дополнительная квота. Тоже в этом году тоже дополнительно даем 400 с чем-то мест именно по целевому направлению.
Но ведь целевое направление это у вас и вузы, как вузы внутри республики, так и вузы вне Да, республики. вузы и внутри, да, и вузы и за пределы. За пределами там есть определенный список этих вузов, их там порядка 70 с чем-то. Соответственно, вот эти определенные эти вузы только не поступают, и помимо этих вузов они не должны поступать, соответственно. И этот список все есть на сайте Министерства образования, вы можете ознакомиться. Да, распоряжение правительства, там все. В смысле, они только в этот вуз подают и больше никуда? Или как? Ну, в пределах этого списка, в пределах получается, этого да. В списка пределах этого целевые. списка, да. Помимо этого, да, как и в прошлом году, в этом году у нас новые изменения, это то, что мы, как и в прошлом году, открыли колл-центр. Так что любой гражданин может позвонить по этому колл-центр 122 добавочный 9, да, и там уже узнать про приемные кампании не только в целом по системе среднего профобразования, но и по вопросам целевой подготовки и также по вопросам высшего образования. Они уже колл-центры перенаправляют на приемные кампании образовательных учреждений высшего образования. Давайте еще раз телефон колл-центра озвучим, прежде чем на рекламу прервемся. 122 добавочная 9. Также есть телеграм-канал, чат-бот. Продолжим разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это Якутия в деталях. Мы в деталях обсуждаем приемную кампанию в вузы и СУЗы этого года. И прежде чем уйти на рекламу, мы тут выяснили, какие специальности самые популярные в ГИКИ, в АГАТУ. А что касается СФУ, наверное, медицинские, если я вот не... Да, самые и юридические. Самые популярные, ну, как показывает статистика последних лет, это у нас самые популярные, это у нас, конечно же, лечебное дело, стоматология, ну и все специальности медицинского института. Ну и, конечно же, у нас остаются популярными и экономика, и юриспруденция, и изучение иностранных языков. Но мы сейчас уже видим, да, что иностранные языки, они стали более популярны, именно китайский язык. То есть все программы, связанные с изучением китайского языка, они у нас обретают все выше и выше популярность. Что касается еще, ну и в основном это, конечно же, журналистика, связь с общественностью и так далее, ну, такого рода программы. И среди технических это у нас нефтегазовое дело, ну, программы, связанные с нефтью и газом, и техносферная безопасность, строительство, ну и, конечно же, Институт математики и информатики. Вот ожидаем, да, что вот именно по информационной безопасности автоматизированных систем будет довольно-таки высокий конкурс. Ждем наших абитуриентов с математикой, физикой или информатикой и русским языком к нам Институт математики и информатики. Но то, что на журналистику есть конкурс, это прям приятно. А что у нас в среднем профессиональном образовании? Мы тут про новые направления подготовки поговорили. Наверняка... Ну да, по системе среднего профобразования тоже ежегодно появляются новые направления специальности. В этом году мы включаем 3 основных направления. Это направления по направлению IT, информационных технологий. Первое – это информационное моделирование в строительстве. Также у нас есть разработка компьютерных игр и дополненная реальность. Вот дополнительная, да, в этом году тоже открываем. Это где? В колледже технологии и дизайна? Это у нас да, колледж креативных индустрий. Колледж креативных индустрий, АЯР УСТАР, да, в том числе. И есть Якутский сельскохозяйственный техникум еще есть, да? Вот. И, соответственно, дальше мы в прошлом году выиграли программу «Профессионалитет» по направлению педагогика. Как раз в рамках данного направления мы вот в этом году открываем преподавание на основе общего образования. Вот. По этому направлению на базе Якутского педагогического колледжа и вот педагогических наших профессиональных учреждений, это Вилюйский профессиональный педагогический колледж, плюс еще Нанский педагогический колледж. Вот этих учреждений, вот тоже данное направление тоже открывается, соответственно, наша задача по этим направлениям принимать. А ежегодно у нас конкурс, основной конкурс, большой конкурс у нас, конечно же, по направлению IT. Вот в Якутском колледже связи, к примеру, да, на одно место конкурс составляет даже порядка 12-15 на одно место. Ой, это как прям в хороший вуз. Да, даже вот последние годы у нас прям количество поступающих, прям подающих документы
обогнала даже высшее образование в Республике Саха-Якутия, да, на сегодняшний день. К примеру, средний балл у нас уже составляет, точнее, вот в Якутском колледже связи высший балл составляет 4,8 баллов. То есть это почти пятерочники, отличники. да, отличники приходят уже. А в других, конечно, есть 3,8 и так далее, но зависит от направления деятельности. Но в колледжах, опять же, да, смотрят по среднему баллу аттестата. Да, средний балл аттестата, то есть это берут все баллы. ЕГЭ не аттестатов, смотрят, ЕГЭ не смотрят, да. средний балл аттестата. Да, а то многие говорят, что надо ли сдавать ЕГЭ, ОГЭ и так далее. Но тут, да, как и вы отметили, на общий балл, средний балл аттестата они вот смотрят. Ну и, соответственно, если это какая-то творческая специальность, то отдельный экзамен. Да, дополнительно уже, отдельный экзамен уже зависит от творческого направления. Творческого или медицинского. Да, у нас, например, на медицинского специальность медицинская, это у нас сестринское дело. Есть бюджетные места, мы принимаем по результатам и среднего балла аттестата, и тестирования. Ориентировано на психологическое состояние человека. Ну, то есть стрессоустойчивость. Да. Ну, да, у каждого учреждения на самом-то деле есть внутреннее положение, там уже сами они указывают. Нет, это у нас перечень озвучен, уже утвержден в порядке приема. То есть это у нас и педагогика, там в области физкультуры они тоже должны сдать свои экзамены профильной направленности. Это и творческие, это и медицина. А на все остальные, вот на информационную безопасность или на другие программы, связанные с IT или со строительством, уже поступает по среднему баллу аттестата. Это касается программы СПО. Да. И при равенстве баллов они уже могут дополнительно, да, допустим, что-то смотреть, да, посмотреть портфолио, да, за участие в каких-то молодых чемпионатах, молодые профессионалы, ну и об Олимпиксах, ну и так далее. Там уже зависит от, как они там расписали в положении в каждом учреждении. Вот про целевые места еще хотелось поговорить. Вообще вузы сами заинтересованы, чтобы целевиков было больше? Или вузам все равно? Здесь вуз заинтересован в том плане, что на самом-то деле действительно, когда речь идет о чем, да, не только чтобы абитуриент поступил и получил статус студента, да, мы еще и смотрим дальнейшую судьбу нашего уже студента, который, получив диплом о высшем образовании, был бы трудоустроен. И вот для как раз-таки студента это все-таки очень отрадно, то, что он будет обеспечен рабочим местом, да, как минимум это гарантированное трудоустройство, плюс материальное стимулирование от заказчика. Обеспечения. То есть они получают дополнительную стипендию от заказчика. То есть свою стипендию плюс дополнительную. Поэтому, конечно, вот мы, это, скажем так, полностью заинтересованы в том, чтобы действительно обеспечить нашу республику достойными кадрами, да, которые действительно будут работать по выбранной специальности и не поменяют род деятельности. Да, будут вчера вот буквально, да, я тут дополню, коллегу, вчера буквально на РБК озвучили результаты рейтинга трудоустройства и зарплат выпускников университетов. И получается, что там, оказывается, помимо московских и питерских вузов, есть достаточное количество вузов из регионов. И это, получается, из Якутии озвучены 2 вуза, ну и в том числе наш Северо-Восточный федеральный университет фигурирует практически в первой двадцатке, в 21 рейтинге из 43. То есть это очень хороший показатель. А второй по какой? Трудоустройству. А второй какой? Коллеги, признавайтесь. Фактически готовы. Нет, на самом деле, по поводу трудоустройства, одна из основных задач, это, конечно же, трудоустройство. И вот как раз вот целевая подготовка, она подразумевает трудоустройство и обязывает, да, то, что если вы поступили на целевое обучение, обязывает от 3 до 5 лет, соответственно, работать в том месте, где, соответственно, был заказчик. То есть, да, они подписывают трехсторонний договор, это заказчик, соответственно, да, сам студент и уже образовательное учреждение. Вот. И в рамках этого договора они должны, соответственно, по окончанию учебы, соответственно, отработать. Помимо этого, министерство, в рамках целевого, конечно, мы оплачиваем дополнительную стипендию, плюс проезд туда и обратно раз в год, да, и плюс еще дополнительно мы оплачиваем проживание, да, в случае, если данного студента нету там общежития, к примеру, да, мы можем оплатить определенную сумму. А в качестве заказчика обязательно предприятие выступает? Или, вот раньше были такие целевые места от республики, то есть в качестве заказчика выступала республика?
Ну, в качестве заказчика может уже выступить Министерство образования, к примеру, да? Допустим, для преподавателей, да, химии и так далее. Ну, вот к тому это возможно. А так, на самом-то деле, вот заявки мы от исполнительных органов государственной власти ежегодно запрашиваем. И по каждому исполнительному органу госвласти, соответственно, мы примерно выдаем квоты. Вот, к примеру, в Министерстве инноваций в этом году было подано, по-моему, 6 квот, к примеру, да, вот, и так далее, вот, по всем учреждениям, по всем исполнительным органам госвласти, со всем министерством, то есть. А что грозит студенту-целевику, если он отчислился, например, или если он отучился и не хочет ехать работать? Да, очень правильный вопрос. Почему? Потому что мы насчет этого тоже работаем. В части судебных разбирательств у нас есть отдельный отдел. По этому направлению мы судимся. Когда мы подаем исковое заявление, соответственно, в адрес уже данного гражданина, что он свои обязанности по своему направлению или же отчислился. В связи с этим мы изыскиваем те средства, которые мы потратили на него. То есть это стипендии, то есть это оплаты на учебу, проживание и так далее. Вот всю эту сумму мы изыскиваем от него. Так что нежелательно, конечно, при поступлении на целевое бросать университет, учебу, да, или же после окончания учебы соответственно, не ходить в то направление, которое было назначено в целевом договоре. Абитуриенты должны быть мотивированные. Да, это то есть уже целевое, целенаправленное. Работодатель известен, да, заказчик, как отметили. Да, и, соответственно, же в договоре с этого года, например, даже по республиканским местам, которые нам действительно предоставили, например, вся работа проводится в портале ЕЦП, в портале «Работа в России». Да? Поэтому здесь, конечно, вот отношение четкости, ясности, прозрачности, даже возможности, да, вот, избежать таких негативных попыток, когда речь идет даже о судебном разбирательстве. И поэтому есть возможность нашим абитуриентам подумать над выбором профессии и действительно, скажем так, формировать планы не только на 4-5 лет вперед, да, а уже речь идет о 10-8 годах жизни, где уже человек станет профессионалом своего дела. А когда речь идет вот про творческие специальности, тогда целевые места заказчика могут быть кто там? Те же учреждения культуры, да, в основном? Министерство культуры. Да. Все могут, как бы открыты, кто изъявляет желание, те могут через портал вот этот, который Главная задача – это зарегистрироваться через «Работу России». Это любое предприятие, любое министерство, ну и так далее. У нас же статья, в Федеральном законе об образовании, статья 71, где указан перечень организаций, которые могут выступать заказчиком, да, и работодателем. Поэтому здесь, опять же, скорее всего, вопрос больше даже не к абитуриенту, а к тем работодателям, которые должны иметь соответствующую организационно-правовую форму, соответствовать тем требованиям, да, чтобы действительно вот, обеспечить условия и для реализации этих программ. А абитуриента можно там посмотреть, кто заказывает, да, какие целевые места. Там открывает, и там открывается целый перечень заказчиков, то есть, предложений от заказчиков, и он может открыть любое предложение, и там есть раздел «Условия работы», и он может посмотреть, кем он будет работать, по какому адресу он будет работать, сколько лет он будет работать, и там даже есть контактное лицо, то есть там уже пишут, ФИО плюс номер телефона и почта вот этого заказчика, работодателя. К нему может обратиться, согласиться. Если согласится, то он уже подает свою заявку о том, что он желает поступить на целевое обучение. Ну, а если нет, то, соответственно, нет. Да, кстати, вот как и озвучили, да, они сами уже пишут свои меры дополнительные, что он может дополнительно, он может даже стипендию выплачивать дополнительно, сверх того, что предлагает министерство. И каков там будет размер стипендии, тоже там пишут. То есть все это открыто. Кстати, да, все открыто. То есть все направлено на самом деле на то, чтобы максимальное количество выпускников охватить, целевым именно чтобы они были трудоустроены. Да? Конечная цель ведь это
трудоустройства. трудоустройство в любом Вузы случае. же заинтересованы в том, чтобы действительно все-таки мы говорим об интересах абитуриента. Например, у нас вот по арктическому ГАТу в этом году, я очень благодарна своему руководству, да, обратили особое внимание. Для наших абитуриентов мы предусмотрели специалиста по целевому обучению, который как раз-таки будет сопровождать на всех этапах от подачи заявления до заключения договора, потому что это процесс долгий. Все-таки с точки зрения права он должен быть определенным, да, поэтому, конечно, я думаю, что и все вузы также, да, вот взаимодействуют, и есть даже контакты ответственных лиц на местах, то есть с Министерства образования мы получили контакты от работодателей. Всё, спасибо вам большое. Время у нас подошло к концу. Выпускникам всем желаю удачи, найти свою работу мечты и найти себя, найти обучение на эту работу мечты. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.